тему возражения, природу возражения. Ну, основу. что-то типа. Ребята, всем привет. Артем, спасибо большое за выступление и за то, что я в этом бизнесе. Тебе спасибо, что меня пригласил. Так, а я хотела зайти. Ребята, ну вообще я не собираюсь вам читать длинную лекцию, потому что вся сила возражений, грамотная их отработка, она заключается в практике. Поэтому перед практикой немножко приведу вам пример, который это отражает. Например, представьте полицейский участок и поступил вызов, что нужно выявить. Да? Едут уже матерые полицейские с опытом, со стажем на вызов, и к ним, значит, присоединяется практикант, так его назовем. Приезжают они на место преступления, идет перестрелка. Представьте, что перестрелка, вот эти пули там пиу-пиу, да, которые летают, они, значит, бегают из машины и летают пули. Пули — это возражение. Вот эта вот перестрелка — это, представьте, что это место встречи, да? Вот. И полицейские уже с опытом, со стажем, они очень профессионально отпиливают от пуль, прикрываются, а новенький практикант, он не знает, как правильно делать, как прикрыться, да? У него нет даже бронежилета вот этого. Бронежилет — это опыт. У него нет ни опыта, ни знаний, ничего. Ему только примерно сказали об этом, как там примерно будет, да? Поэтому вся сила в опыте. Полицейские не раз уже были на таких встречах, не раз они уже знают, что нужно будет там одеть бронежилет, что там будет, они представляют, примерно знают. Поэтому если мы анализируем, переводим все на наш бизнес, то мы представляем, да, что опытный полицейский — это наш наставник, который пришел. Поэтому первые встречи обязательно каждый новичок должен проводить вместе с наставником, не в одиночку. Делаем все вместе. А практикант — это, собственно, вы, да? Ну, либо ваш новичок. Вот. Поэтому мы должны обязательно прийти с наставником, обязательно одеть бронежилет, да, изучить информацию. Бронежилет — это когда мы знаем, что нас ждет, да, и мы готовимся как. То есть мы изучаем, какие примерно возражения будут и как на них нужно грамотно ответить. Вот. И здесь, чтобы понимать, где вообще эти возражения в самой беседе, на самой встрече, на каком моменте они будут возникать, в какой момент нам нужно быть готовым их отрабатывать, мы должны знать, в какой момент возражения к нам прилетят, так скажем. Я хотела написать. Первое. Это сама наша презентация. Вот. Презентацию бизнеса наставник рассказал, или вы рассказали, да, следующее, что следует, человек начинает возражать, задавать вопросы. Вот они идут вторым этапом. Возражение. Что мы в этот момент должны делать? Да? Потому что мы обязательно должны слышать. Слушаем. Слушаем внимательно. Что же человек нам говорит? Четвертое. Четвертое. Это мы должны задать уточняющий вопрос. То есть мы обязательно уточняем. Пример, да, если человек говорит, у меня, не знаю, нет времени, да, этим заниматься, или это не работает, да, то мы обязательно уточняем.
чтобы понять, что на самом деле он имеет в виду. Если он говорит, у меня нет времени, значит, он подразумевает под этим, что стоит ли мне тратить на это время, действительно ли это стоящее дело. То есть каждое возражение – это скрытый вопрос. И нужно на самом деле радоваться, что человек вас задает вопрос. Так, слушаем дальше. Уточняем, как я уже сказала. Уточняем, и вот здесь, в пятом пункте, в пятом пункте очень важно, когда мы уточнили, и мы здесь слышим, потому что здесь наступает истинное его возражение. Слышим, что он нам отвечает, либо он нам дает какие-то подробности, да, почему он так считает, да, почему он так считает. Если он говорит, это не работает, мы уточняем, почему ты так решил, да, и здесь, когда мы задаем уточняющий вопрос, человек нам отвечает по-настоящему, да, ну, потому что там соседка Мария Петровна уже этим когда-то занималась, и у нее не получилось, да, то есть и здесь мы обязательно отрабатываем эти возражения. Вот. Важно еще здесь, нужно задать вам самим такой вопрос. Это твое личное мнение, либо это уже факт? Человека часто вот этот вопрос приводит в такое замешательство, да? Так ли он сам считает, либо это общепринятый факт, общеизвестный, да? Поэтому, если человек говорит, например, это, какое возражение возьмем, это пирамида, да, к примеру, мы должны так ответить. Как ты считаешь, ну, спросить у него, как ты считаешь, это твое личное мнение или это общепринятый факт? Человек говорит, ну да, это факт. Ну, приведи, пожалуйста, факты какие, что подтверждает, что это факт. Естественно, он не может ничего ответить, ну ладно, хорошо, это мое мнение, да, это мнение там, моих друзей, я с ним согласен. Вот, и здесь мы уже приводим сами самостоятельно факты, что это не так. Вот, пожалуйста, Марта возражение. К примеру, мне очень нравится, да, как один известный лидер. Вот есть такие непробиваемые люди, которые говорят, ну вот я так считаю, все это мое личное мнение, и оно там важнее фактов, да. Хорошо, можно у него спросить, да, если ты, кто-то скажет, да, если ты дурак, к примеру, что важнее, как ты считаешь, это его личное мнение, либо это общепринятый факт? Что важнее, мнение человека личное или важнее факт? И что он нам ответит? Ну да, факт важнее, это личное мнение не на первом месте. Вот, поэтому здесь мы отдаем приоритет, что факт все-таки он в приоритете, чем личное мнение, да? То есть мы приводим факт, естественно, а не приоритет. Так, и седьмое, что у нас? Отработаем возражение и делаем уже еще раз предложение, да? Если возникает согласие. Вот, поэтому, ребят, на вот этом анализе вы видите, да, где встречаются возражения и что вы должны с этим делать. И сейчас, как я уже сказала, что практика очень важна, мы немножко попрактикуемся. Мы уже засиделись, разомнемся. Так, сколько нас человек? Давайте посчитаем, кроме Артема. Здравствуйте. 12. Такой. 12. Сейчас я беру решение. Давайте выбираем. И сразу же можете написать. На одной стороне мы
пишем ваше любимое возражение, которое вы хотите, чтобы вам больше и больше задавали на него вопросы. А на другой стороне вы пишете то возражение, Меня обошли. да, простите. Так, а на другой стороне вы пишете... Так, а вот вопрос? Где? Нет. Да, это вы сами пишете. На одной стороне вы пишете возражение, которое, что вам его задают, вы профи в этом возражении, и вы готовы его отрабатывать. Да? Вы хотите, чтобы именно его вам задавали, потому что вы на раз отвечаете, а на обратной стороне вы пишете возражение, которое вам не нравится. И не хотите, чтобы именно его вам задавал ваш потенциальный партнер. Который нравится, который не нравится. На одной и на другой стороне. 5 минут. Ребята, вы тоже можете написать. Ручки нет, я могу поделить. Есть? Нужно? Есть где вот снизу сидят,